подлинная история. Эта история чуть не закончилась печально. Михаило-Архангельская церковь, построенная еще в середине 18 века, 2 года назад почти была утрачена. Сегодня она переживает второе рождение. Естественно, наверное, обшивать надо. Более на естественно похоже. Уже завершены противоаварийные работы, впереди реставрация. Владыке Кириллу рассказывают, как будет идти процесс. Отопление электрическое. 3 года назад уникальную церковь было решено воссоздать. Для работ выбрали вологодского реставратора Александра Попова. Он обязался восстановить ее и не менее уникальную мечеть из поселка Большая Елга. Но работы он так и не начал. Памятники истории превращались в дрова. Объект находился в груди строительного мусора, обломков. Подлинные элементы церкви валялись по территории. Республиканский комитет по охране объектов культурного наследия обратился в суд. Реставратора оштрафовали, договор расторгли, работы передали татарстанским мастерам. Мечеть в Большой Елге уже восстановлена. Скоро откроется и храм. Забирали мы его в разобранном виде. В том году мы завершили противоаварийные работы, установив стены сруба. Сейчас как раз завершен проект реставрации. Он прошел историко-культурную экспертизу. Ждем, когда комитет выдаст разрешение на работы. И уже продолжаем реставрационные работы, которые было на второй этап. Сегодня можно видеть, как она уже обретает свой исторический первозданный облик. И хотя ряд бревен, особенно венцов, по причине утраты пришлось заменить, но зато полностью сохранилась треть того самого многовекового дерева. За год реставраторы воссоздали само здание. Впереди реставрация его внешнего облика и внутреннего убранства. 20 июля будут устанавливать купола и иконостас. Мы видим большую любовь и желание руководства республики и комитета охраны памятников вернуть его к жизни. И это ребятам очень сильно удается. То есть то, что мы видим, делается все качественно, с любовью, по-доброму, как в принципе все и делается у нас в Татарстане. Поэтому очень надеемся, что стены сделать трудно, но возможно. А вот вдохнуть жизнь в эти стены, это уже задача такая очень глубинная и такая многоплановая, многодельная. И я думаю, что найдутся, Бог даст, люди, которые вдохнут сюда жизнь, придут, и этот храм будет наполнен и молитвой. И сюда будут с любовью приезжать люди из разных мест. В районе уверены, возрожденный древний храм увеличит и турпоток, но главное, он оживит само село. В первую очередь это возрождение храма, это возрождение деревни. Мы сами сегодня видим, что сегодня здесь проживает 5 семей. То есть деревня потихонечку вымирает. Воссоздание этого храма, восстановление этого храма позволит, я думаю, увеличить количество жителей, которые будут проживать в этой деревне. Со дня на день реставраторы приступят к строительству полов, утеплению, электромонтажным работам. Далее обшивка и крыша здания. Мы ставим задачу, что осенью мы, дай бог, этот объект запустим, вдохнем новую жизнь. Открытие храма запланировано на престольный праздник Михайлов день 21 ноября. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Камско-Устинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.